Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. Вклад и значимость добровольцев в победу обсудили в Музее боевой славы. Какова посещаемость Новоафонской пещеры в этом году и что нового здесь могут предложить посетителям? Еще 8 участникам президентской программы по развитию сельского хозяйства передана сельхозтехника. По поручению президента Аслана Бжания правительство подготовило предложение по единовременной выплате пособия в текущем году 4 категориям семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Премьер-министр Александр Анква провел совещание по вопросам пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей каждому члену семьи погибшего по категориям на каждого нетрудоспособного члена семьи, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцев, семьям погибших с октября 1993 года по декабрь 1994 года добровольцев, лицам, имеющим право на пенсию по инвалидности и являющимся членами семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Общее количество получателей составит 1150 человек. Выплаты будут производиться из бюджета пенсионного фонда. В рамках поручений президента правительство также завершает выработку предложений по повышению с 1 января следующего года размера пенсии инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, семьям погибших. Повышение размера пенсии охватит 5062 получателя. Работу по поиску пропавших без вести во время грузино-абхазской войны и идентификации обнаруженных останков обсудил премьер-министр Александр Анква с делегацией Международного комитета Красного Креста. На сегодняшний день идентифицированы останки еще 2 граждан Абхазии. Работа в этом направлении продолжается. Ее осуществляют судмедэксперты и генетики в специальной лаборатории. В то же время миссия также активно продолжает поиски пропавших. Представители МККК инициировали создание местной структуры, которая будет заниматься поисками в координации со специалистами миссии, чтобы придать этому процессу новый импульс. На встрече обсуждался ряд организационных и технических вопросов взаимодействия с органами власти Абхазии. Александр Анква подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве и подтвердил намерение оказывать всестороннее содействие миссии МККК и впредь. В преддверии Дня добровольца, который в нашей стране отмечается 15 августа, в Музее боевой славы был организован круглый стол. Его участники обсудили значимость добровольческого движения во время Отечественной войны народа Абхазии и вклад добровольцев в победу. В работе круглого стола приняли участие ученые-историки, ветераны и добровольцы, представители государственных учреждений, депутаты. Адиса Сагария расскажет подробнее. 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. Круглый стол «Братская помощь» был приурочен именно к этой дате. В Абхазии высоко оценивается моральная и политическая составляющая добровольческого движения, которая стала значимым фактором в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Война показала нерушимость традиций, дружбы и взаимопомощи народов Кавказа. В работе круглого стола приняли участие ученые-историки, ветераны-добровольцы, представители государственных учреждений, общественные деятели, депутаты. Я действительно хочу сказать, что вот Лили писала о многих добровольцах, но у нас же есть наука. Понимаете, вот мы сейчас ездили, когда по Северному Кавказу, всегда спрашивали родителей или вот детей, или братьев живущих, сестер, тех добровольцев, которые здесь погибли. Вот что его подвигло сюда? Ну, мы опросили там несколько человек, но у нас есть наука. Черт подери, я уже начинаю просто злиться. Да, и до кого достучаться. Если нужны финансы, давайте мы фондом помним, объявим помощь, люди соберут деньги, профинансируем эту работу. Пока живы те, кто организовывал конфедерацию, пока живы те, кто участвовал. Они очень уходят быстро, вы поймите, время уходит. Это вот моя большая боль. Я не вижу тут вот за 10 лет каких-то подвижек. Мы со Сланом Авицба вот издали на 25-летие вот эта вся конфедерация, сборник. Вот все газеты мы здесь собрали. О том, что 5-6 девочек в конфедерации чем занимались, об этом очень многие знают. Самое главное, знают те, ради кого мы старались это делать. Я сначала стала собирать материал об абазинах, об адыгах, потому что я и в Тбилиси изучала эти языки, у меня были хорошие контакты.
Я старалась с абазинами на абазинском говорить, с адыгами на кабардинском, на адыгейском и так далее. И они удивлялись, что это, оказывается, у нас один язык, мы почти понимаем то, что Лили говорит и так далее. Но они очень были заинтересованы нашим к ним вниманием. Мы просто нет слов. Я могу каждый эпизод описать, когда приезжали родители, как себя вели мама и как себя вели папа, когда они поступали в госпиталь, и потом, когда и самое ужасное, когда мы сопровождали останки. Вероломное вторжение войск Госсовета Грузии Абхазию вызвало протест среди простых людей во многих регионах бывшего Советского Союза и за рубежом. Акцию грузинского руководства против Абхазии и ее народа особо близко восприняли народы Северного Кавказа, Юга России и кавказской диаспоры за рубежом. Общественно-политические и национально-патриотические движения и объединения республик Северного Кавказа выступили с заявлением о поддержке борьбы абхазского народа за его свободу и независимость. Решительно против грузинской агрессии выступили региональные общественные организации, созданные по этническому принципу: Конфедерация горских народов Кавказа, Конфедерация народов Кавказа и Международная черкесская ассоциация. Сегодня мне очень не хочется, чтобы кто-то взял на себя право говорить о том, что это он организовал, благодаря ему все это случилось. Ничего подобного. Мы, если что-то сделали все, то мы просто помогли пробудиться памяти крови. Фестивали, это все, здесь очень много было до войны, и гастроли театров, это все это было. Вот это все нас сблизило, мы поняли, кто мы есть, и что им надо встать рядом с нами. И они и встали. Я, когда 17 числа августа приехал в Грозный, до этого, 17 числа вечером по телевидению выступил Юсуп Сосланбеков, был председатель парламента Чечен-Ингушетии тогда, а потом он был председателем парламента Конфедерации народов. И он выступил, этот человек огромный, если фотография есть у вас, может быть, это был красивейший человек, мужественный человек. Без него, кстати, было бы очень трудно нам организовать всю эту помощь. Без него, Дудаев, он не был против всего этого, но Дудаев держал у себя Гамсахурдина, у себя на даче. Да. И он открыто не мог, он как-то вилял. Участники круглого стола сошлись во мнении, что добровольцам необходимо возвести памятник в Сухуми. Для достижения этой цели будут проводиться различные акции и благотворительные мероприятия. Адиса Сагария, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Видеозапись круглого стола, посвященного добровольческому движению во время Отечественной войны народа Абхазии, смотрите в нашей программе 15 августа. Продолжаем выпуск. Еще 8 участникам президентской программы по развитию сельского хозяйства передана сельхозтехника. Последние 3 дня Минсельхоз передает фермерам мотоблоки, мини-тракторы и сельхозорудия к ним. Это всего лишь часть спецтехники, поступившая от определенных поставщиков, выигравших тендер. Позже всем участникам, прошедших отбор, будут также поставлены заявленные ими сельхозтехника и материалы. В результате аварии на 24-м километре автодороги Бзыбь-озеро Рица погибла гражданка России 64 лет. Автомобиль УАЗ перевернулся на обочину утром. Есть еще несколько пострадавших. Их доставили в Гагрскую больницу. Об этом сообщает Апснапресс со ссылкой на начальника УВД по Гудаутскому району Зосмугицба. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 10 августа на республиканской трассе в районе села Чадара Сухумского района. По словам очевидцев, автомобиль врезался в дерево и загорелся. По предварительной информации дежурного МЧС, 1 человек погиб.
По обращению руководства Гагарской районной больницы сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сочинскую 4-ю больницу россиян, пострадавших в автоаварии в Гагарском районе, сообщает пресс-служба МЧС. На стационарном лечении в Гагарской ЦРБ осталось 3 пациентов. Одну из пострадавших прооперировали, она в реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое, с незначительной положительной динамикой. 2 в травматологическом отделении. Состояние их здоровья стабильное, средней степени тяжести, сообщила главврач Гагарской ЦРБ Индира Арсалия. Всего в Гагарскую больницу было доставлено 12 человек. 7 человек уже выписали. По всей республике прошли рейдовые мероприятия под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут. Об их итогах в материале пресс-службы МВД. Товарищ министр, во время несения службы на посту ГАИ Приморск никаких происшествий. Докладывает старший посад, старший лейтенант. Понял. Рейдовое профилактическое мероприятие под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут и его заместителя Беслана Чкадова прошло вечером 9 августа. Сотрудники Управления госавтоинспекции, специальный отряд быстрого реагирования и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике, особый упор делая на Гудаутский и Гагарский районы, где наиболее оживленное движение, в том числе ввиду пика курортного сезона и роста количества автотранспортных средств на республиканской трассе. Сотрудникам поручено делать упор на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся в сфере административных правонарушениях законе и предостерегать водителей от управления автомобильным средством в нетрезвом состоянии. Управлению автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения руководством министерства поручено уделять повышенное внимание. Сотрудников сопровождает врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера, которая проводит освидетельствование водителей. Попутно руководители проверяют работу стационарных постов, их укомплектованность. Министр Роберт Киут акцентировал внимание сотрудников на недопущении езды гражданами на автомобилях с изотонированными лобовыми стеклами. Пленка значительно ухудшает обзорность для водителей. Темная пленка мешает заметить вышедших на дорогу людей, ухудшает обзор и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. В случае обнаружения подобного правонарушения сотрудникам поручено оперативно реагировать и снимать пленку. Профилактическое мероприятие сотрудники МВД проводили до поздней ночи. Поток машин в западной стороне республики значительно вырос с июля, что отрицательно сказывается на статистике ДТП в последнее время. 236 протоколов за нарушение правил дорожного движения составили сотрудники милиции в ходе рейда 9 августа. 12 человек лишены права управления автотранспортным средством за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Рейдовые мероприятия, как отметил министр Роберт Киут, будут продолжены вплоть до минимизации нарушений ПДД. Наша задача – спасти жизни наших граждан, наших туристов и обеспечить безопасность дорожного движения в республике, резюмировал генерал-майор Киут. 10 августа днем на территории санатория МВО в столице загорелось складское помещение. 2 пожарных расчета пожарно-спасательного отряда МЧС ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на расположенные вблизи строения, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию приступил к выдаче электронных подписей физическим и юридическим лицам. Об этом сообщается на сайте Госкомсвязи. Услуги по изготовлению и выдаче квалифицированной электронной подписи в отношении органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, учреждений бюджетной сферы осуществляются на бесплатной основе, а в отношении остальных категорий юридических лиц, граждан на платной в соответствии с утвержденным тарифом. Вся информация о правилах получения услуг размещена в соответствующем разделе на официальном сайте Госкомсвязи Абхазии. Знаменитая на весь мир Новоафонская пещера. Почти все туристы, посещающие нашу республику, считают необходимым побывать в этом уникальном месте. Какова посещаемость объекта в этом году? Что нового здесь могут предложить посетителям?
В таинственный и загадочный мир пещеры погрузилась Лаура Капш. Новый Афон всегда привлекал туристов со всего мира. В курортный сезон одним из самых посещаемых объектов в республике становится знаменитая на весь мир Новоафонская пещера. Количество желающих попасть в таинственный и прекрасный мир подземного царства немало. У кассы скапливаются очереди, все спешат поскорее приобрести билеты и попасть в неизведанную карстовую полость. Я первый раз в Абхазии. И в пещере тоже первый раз. Мы третий день, получается, гостим только здесь. А почему решили посетить пещеру вообще? Ну, наверное, потому что это одна из главных достопримечательностей, которая, предлагается вообще в новом Афоне. Вот. Ну и просто интересно вниз спуститься, посмотреть, как все там выглядит. Какие ожидания вы вообще в интернете читали, смотрели что-то? Ну, я лично читала не очень много для того, чтобы своими глазами все увидеть, вот, чтобы не строить, наоборот, ожиданий, а удивиться, надеюсь, красотой. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. 3 минуты езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Конечно же, вся красота и величественность пещеры не может оставить равнодушным никого. Нет, мы здесь не первый раз, но на самом деле всякий раз, когда приезжаешь, она воспринимается по-разному. И музыка, конечно, добавляет такое некоторое волшебство, загадочность, поэтому, конечно, все очень впечатляет. Даже группа, на самом деле, не мешает вот это волшебное восприятие пещеры. Очень нравится, потрясающе, что можно посмотреть своими глазами, что-то где-то чуть-чуть потрогать, прикоснуться, что-то где-то капнет. Вот. В общем, захватывает дух и просто без слов. Да, первый раз, и в пещерах, в принципе, первый раз. Так впечатляют объемы, конечно, масштабы. Очень интересно. Надеюсь, что дальше будет еще интересно. А сама экскурсия как там? Ну, я думаю, что, наверное, всегда выводами нужно делиться по окончании, пока только началась, но все очень интересно. Гид очень хорошо все рассказывает. Очень приятно. Уникальная по своей природе Новоафонская пещера принимает и радует туристов со всего мира. И каждому, кто побывал здесь хотя бы раз, хочется возвращаться вновь и вновь. Я здесь уже был, наверное, лет 5 назад. Все нравится, очень интересно, красиво, особенно вместе с этим хором получается какие-то нереальные впечатления. Впечатляет. Ну, вообще масштаб вот этого всего, конечно, то, что природа создает, такое редко где увидишь, вообще очень красиво. Вы первый раз посещаете эту пещеру? Ну, пещеру, да. Масштаб. А в конце медузы это я не знаю. Вы первый раз вообще? Да, первый раз. Спасибо вам большое. Стоит отметить, что посещаемость Новоафонской пещеры снизилась по сравнению с прошлым годом. Если говорить о статистике, то на 8 августа пещеру посетили 213 338 человек, а в прошлом году было больше. На сегодняшний день, в сравнении с прошлым годом, у нас идет отставание на 11 тысяч человек. Я не могу констатировать, чем это обусловлено. Может, это из-за погоды, может, из-за экономического состояния даже тех же туристов российских. Нам это не подвластна, эта цифра. Народ приезжает к нам, привозят турфирмы, мы обслуживаем. Такая картина сегодняшний день. У нас отставание было и в прошлом году, в некоторое время, но потом мы выровняли это отставание. Я думаю, что если осень будет нормальной, в целом год будет, показатели может даже будут больше, чем в прошлом году. Это дело времени. В пещере на сегодняшний день работают 6 залов. Экскурсия длится 1:30. Одновременно в пещере могут находиться 4-5 групп при условии, что первая группа выезжает обратно. Это около 3000 человек. Одна группа состоит из 100 человек, и на них рассчитано 3 экскурсовода. Летом мы работаем ежедневно, где-то с конца мая, даже с начала июня начинаем ежедневно работать. И работаем где-то до сентября. Зависит тоже от потока. Если люди мы будем ежедневно работать. А зимний график, он 4-дневный, среда, четверг, суббота, воскресенье. И
Помимо этого, зимой мы акцентируем внимание на праздники. Когда праздники, мы работаем ежедневно, невзирая на график. Первый рейс отправляется в 9 утра, последний в 7:30 вечера. С мая прошлого года цена на билет повысилась и на сегодняшний день составляет 700 рублей с человека. У нас взрослый билет начинается с 8 лет для российских туристов. Ну и 200 рублей льготный билет – это для студентов, учащихся, военнослужащих. Это нашего региона только, это не касается российского туриста. Облицовка здания, новые перила и многое другое было сделано в Новоафонской пещере. Меняли подсветку здания, сделали. Чуть ранее мы делали входную зону, там какие-то удобства создали. Ну, облагораживаем. Ну, сейчас готовимся к такому крупному ремонту. Это как железная дорога. Ну, для нас он крупный. Для кого-то это 1000 километров, это вообще ничего не значит. Но для нас он тяжелый и, скажу так, у нас нет времени, чтобы его делать. Расположившаяся под склоном Иверской горы пещера погружает в подземный мир и открывает подземные дворцы Нового Афона. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Издан второй сборник научных трудов Рицинского реликтового национального парка, приуроченный к 25-летию образования парка. Первый выпуск трудов Рицинского парка увидел свет в 2017 году. В сборник вошли результаты научных исследований, проводимых на территории национального парка за последние 5 лет. В издании представлено 17 статей, в том числе статья директора Института экологии Романа Дбар, посвященная памяти кандидата биологических наук, орнитолога Виктора Маланзе, а также хроника экспедиций, проводимых в национальном парке за 10 лет работы. Редактор издания – кандидат географических наук, доцент, заслуженный деятель науки Инга Тания. В Абхазии начал работу международный детский лагерь Ахиштрах. 79 детей из Турции, Иордании, Ливана, Карачаево-Черкесской республики будут отдыхать в республике с 10 по 22 августа. Возраст участников от 12 до 16 лет. Все дети размещены в общежитии Абхазского госуниверситета. Программа лагеря очень насыщенная. Дети посетят различные достопримечательности Абхазии, в том числе озеро Рица, Новоафонскую пещеру, музеи. Ребят также ждут в гости в районах Абхазии. Запланирован и день отдыха на природе вместе с абхазскими детьми. Лагерь Ахиштрах возобновил работу после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Лагерь организует Госкомитет по репатриации при поддержке президента и правительства в содействии Федерации абхазских культурных центров в Турции и полномочного представителя Абхазии в Турции Брахима Авицпа. Состоялось очередное заседание Сухумского городского собрания. Депутаты рассмотрели отчет об утверждении бюджета города за прошлый год, утвердили директора департамента экономики и транспорта, а также внесли некоторые изменения в организацию дорожного движения столицы. В заседании также принял участие мэр Сухума Бесланешба. Подробности в репортаже Рады Чичава. В повестке дня очередного заседания городского собрания столицы 5 вопросов, из которых главный – отчет об исполнении бюджета города за 2022 год. Председатель комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давид Чхиидзе отметил, что благодаря увеличению доходной части бюджета было реализовано множество полезных городских программ. Хотелось бы отметить, что реализовано множество проектов городских, направленных на улучшение качества жизни людей. Благодаря тому, что у нас было увеличение доходной части на 400 миллионов рублей. А комиссия рекомендует, конечно, принимать отчет по исполнению бюджета 2022 года. По доходной части городской бюджет за 2022 год выполнен на 111%. Плановые показатели выполнены по всем видам налогов. По всем также нашим распорядителям бюджетных средств, их 20 у нас подразделений в городе, процент выполнен. Итого получилось на 65 миллионов больше мы собрали, чем потратили, так скажем. 65 миллионов над расходами, да.
В итоге отчет об исполнении городского бюджета за 2022 год был принят большинством голосов. В заседании принял участие мэр Сухума Беслан Эшба, который обсудил с депутатами возможность пересмотра некоторых тарифов, в том числе тарифов ЖКХ. Предприятие приходится содержать все сложнее и сложнее. Все больше денег они тянут из городского бюджета. Для того, чтобы немножко подправить, не немножко, ну так, я даже не скажу существенно, приличным образом подправить состояние дел автобусного парка, троллейбусного управления, МУПа благоустройства, который занимается сбором и вывозом мусора, и обслуживанием парков, скверов, садов и так далее. Поэтому я вот как-то до этого озвучил, попробовать пересмотреть тарифы и по линии ЖКХ, в том числе, разумеется, это водопровод, канализация и так далее. Также Беслан Эшба отметил, что на данный момент необходимо обсудить и проблему вывоза и утилизации мусора. На этой встрече, которую я напомнил, мы говорили как-то о тарифном регулировании оплаты за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Мы последнюю неделю, учитывая, что нас ожидает тарифный вопрос на заседании городского собрания, еще раз убедились в правильности своих подсчетов, в объеме мусора, который вообще скапливается в городе Сухум. Цифры, они очень такие серьезные. Да, еще и в преддверии открытия полигона в Гулиевском районе. При рассмотрении вопроса данного я хотел бы, чтобы представители городского собрания и тарифов, которые мы хотим предложить, а это напрямую привязано к объемам, которые у нас есть, да, сами воочию посмотрели, с чем мы имеем дело. Затем депутаты обсудили организацию одностороннего движения на участке дороги по улице Фазиля Искандера между улицей Воронова и улицей Абазинской, то есть участка дороги у 3-й школы. Как отметил председатель СГС Дмитрий Осия, этот вопрос обсуждается давно, но сейчас к собранию обратился родительский комитет школы с просьбой обеспечить детям безопасность при пересечении дороги. Хочется обратить внимание, что там, в принципе, кроме обычной школы, еще есть вспомогательная школа. Там люди учатся часто с ограниченными возможностями тоже. И потому как-то хочется сделать для них приезд в школу максимально комфортным. На заседание была приглашена представитель родительского комитета 3-й школы. Во время школьного процесса происходят постоянные столпотворения, пробки. У нас уже были случаи ДТП, когда дети, перебегая через дорогу, попадают под машины. Одним словом, мы решили, что необходимы какие-то проактивные действия. Часть жителей улицы выступают против организации одностороннего движения, отмечая, что подобные меры только ухудшат ситуацию на дороге и усложнят жизнь автомобилистам, наоборот, спровоцировав аварийные ситуации. Мэр города отметил, что необходимо найти наиболее оптимальный выход из ситуации. Масса людей, которые против того, чтобы там делать одностороннее движение. Мы думаем таким путем пойти, сделать там соответствующую разметку с одной стороны, не со стороны школы, а любая остановка или парковка со стороны школы полностью запрещена. Вот таким образом, наверное, будем действовать. Остановка возможна, но стоянка запрещена. Депутаты приняли решение перенести обсуждение данного вопроса, чтобы лучше изучить ситуацию. Также депутаты городского собрания единогласно проголосовали за назначение Автандила Аджинджал, директора департамента экономики и транспорта администрации города Сухум. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Россотрудничество объявляет дополнительный набор абитуриентов для зачисления в вузы Российской Федерации на новый учебный год. Дополнительные квоты выделены на следующие специальности: летная эксплуатация летательных аппаратов, аэронавигация, эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов, машиностроение, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, архитектура, строительство, электроэнергетика и электротехника, экономика, менеджмент, юриспруденция, туризм, психология. Подать заявление можно онлайн на сайте educationinrussia.com до 11 августа включительно. И в завершении выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 11 августа на территории Абхазии переменная облачность, ночью и утром туман. Днем преимущественно без осадков, жаркая погода, высокий уровень ультрафиолета. Поздним вечером местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 21-26, днем 28-33. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.